Итак, друзья, нет. Так вот, на чем мы остановились? Значит, что такое риэлтор? Риэлтор, вступивший в отношения с продавцом, создает условия для того, чтобы тот развился до сделки. Далее начинается процесс. С помощью определенных инструментов риэлтор устанавливает отношения, доверие, фильтрует на мотивацию, на финансовую хотелку, скажем, там, человека, подписывает договор и начинает действовать. Ну вот с этого момента. Тут можно поподробнее. Значит, что он делает? Да, основная задача риэлтора – это вернуть клиента в реальность. Да, значит, такая задача. То есть желательно поговорить с продавцом. Это очень важный момент, который вот хорошо бы сделать, чтобы у продавца не возникало мысли вмешиваться в процесс продажи. То есть вот это важно. Чтобы, короче говоря, чтобы он не, грубо говоря, не заебывал вас контролем. Это очень важно. Опять же, это ваш уровень, как бы, своего такого восприятия, что ли. Ну, то есть, не знаю, трансляции себя как профессионала, если можно так сказать. В общем, вот этот момент было очень важно как-то с ним проговорить каким-то образом, там, может быть, составить себе какие-то скрипты. Найди, кстати, интересная мысль, вот надо мне поработать на эту тему, потому что не всегда получается. Есть такие контролеры. Я объясню дальше, вы поймете, зачем это надо. Я думаю, вы, может, даже и понимаете, зачем. Вот, значит, следующий этап, следующий шаг, что вам нужно сделать, это создать поток. Ну, давайте пример. Вы, значит, заключили договор с продавцом, он хочет за свою квартиру 250 тысяч евро. Вы понимаете, что эта квартира стоит 210. Вот у вас вот этот 30% люфт, который сверху, да, вам нужно подготовить продавца для продажи. Вот этот вот люфт. Вы понимаете, что эта квартира, не стоит 250, и человек просто не готов. Но вам нужно создать поток. Вы понимаете, что на эту сумму никто даже мимо пройдет, просто даже звоночка не сделает. И поэтому вот этот важный момент, когда продавец не вмешивается, не контролирует и не знает, что вы делаете, он вот просто необходим. Почему? Потому что вы ставите цену поточную, создаете поток, люди приходят, начинают смотреть. Здесь очень важно договориться с клиентом, который хочет смотреть, и заинтересованный покупатель, интересант, назовем его так, давайте, чтобы они не разговаривали о цене с продавцом. Это очень просто сделать, на самом деле. Вы как бы вот стоите у подъезда, там, не знаю, и говорите, что, слушайте, как бы по цене не обсуждаем. Он спрашивает, почему? А вы ему говорите, а вы хотите какую-то выгодную для вас цену, чтобы вы купили за выгодную вам цену? Он говорит, конечно. Вы говорите, так вот смотрите, если вы начинаете на берегу торговаться, человек психологически сразу же закрывает для себя какие-то другие финансовые варианты. И он, еще не понимая, насколько вы серьезны, он может, конечно, вам спустить эту цену. Но если вы это не сделаете, то, в общем-то, вы человека как бы ведете в заблуждение. А если вы действительно захотите купить, то, короче, говорите ему что-нибудь. В общем, это реально не работает. Я сейчас не хочу просто в это погружаться. Я понимаю, что торговаться на берегу не надо. Нужно выйти с предложением. Вы объясняете, что это для вашего же блага. Если вы хотите хорошую цену, вы сейчас просто ничего не это самое. Желательно вообще собственника удалить с показа. Ну, так, в идеале. Тоже ему объяснить, опять же, что вам лучше не быть, потому что и так далее. И это идеально, но если не получается, то хотя бы вот это. Это обязательно. И вот вы, значит, работаете, у вас приходят люди, вы как бы говорите собственнику, уважаемый Петрович, да, вот пришли клиенты, он там спрашивает, что они там, вы говорите, 200 тысяч дают. Нет, конечно, пошли они нахуй, дальше работаем. Дальше, приходят еще клиенты, 195. Это какой-то пиздец. То есть вы как бы с ним общаетесь, он такой, ёб твою мать, да что ж такое-то, блядь, они что, охуели, блядь. Нет, пошли они там куда-то. Да, конечно. И тут самое главное, не переусердствовать, потому что может появиться тот самый ФОБа, это First Offer, Best Offer, который клиент вот этой квартиры. Здесь нужно поиграть, скажем так, с ценой, может быть, не создавать прям такой вот прям жесткий поток, а так что-то такое среднее. Если вы видите, что пошли люди, вы поднимаете цену. И чтобы вот не было это ФОБа, потому что к ФОБа нужно подготовить клиента. Потому что если он пропускает ФОБа и не соглашается на эту цену своего клиента, он зависнет с этой квартирой, и вы, соответственно, тоже. Это будет висяк до следующего ФОБа, скажем так. И он будет ниже по цене. И вам тоже нужно донести это клиенту. У меня был недавно, буквально вот эта история. Вот, вы понимаете, вот вроде бы все знаешь. Ты человек, ты в этом вообще работаешь, ты профессионал. То есть, ты это все понимаешь. Тем не менее, когда ты продаешь свое, тебе очень сложно психологически вообще понять, что как бы вот так вот.
То есть я продавала машину, я, во-первых, 3 месяца готовилась к тому, чтобы ее продать. У меня были разные прикиды, варианты, может это, но я точно понимала, что мне нужно ее продать. И я поставила цену в 2 раза выше, чем она есть. И когда у меня появился этот ФОБа, я, естественно, фыркнула, хотя я уже тогда чуть пошла на понижение, я отказала и потом продала таки дешевле, не намного, но дешевле, чем мне предлагали эти люди. Просто там торг был вообще в копейки. И вот я же это знала все, но я все равно купилась на это. И вот поэтому тут, да, тут как бы работа не иссякнет. И, значит, на чем мы остановились? В общем-то, идет этот поток, вы говорите, что говорят люди, и когда уже там 3-й, 4-й клиент, вы говорите, слушайте, ну там, уважаемый Петрович, ну тут все, тут уже я бессильна. То есть вот люди так оценивают вашу квартиру, что это хорошее предложение. И вот сейчас вот на рынке то-то, то-то, и то есть вы уже начинаете как бы это ему рассказывать, чтобы он понимал, что уже это так. И получается, человек либо готов, либо не готов. 50%, которые готовы, которые говорят, окей, сделка. 50% говорят, нет, я подожду. Если он говорит, вот эти 50% я подожду, и пропускает еще своего ФОБа, вы благополучно откладываете в сторону этот объект, ставите цену, ну, повыше, скажем так, и вообще с ним не работаете до вот этих звоночков, а что, собственно, происходит. Когда он звонит, вас спрашивает, что происходит, вы объясняете, что, слушайте, ну, понятно же, что происходит. Вы не торопитесь, мы не торопимся, цена ваша вот такая, вот пока ждите, что сделать. Если вы хотите продать, вот есть клиенты. Клиентов, кстати, вы можете держать, вы можете их как бы, я буду вести переговоры, вы подождите, то есть, возможно, нужно время, и человек может ждать. У меня клиенты ждали, по-моему, около месяца точно, если не больше. И когда те созрели, я позвонила, они такие, нет, ничего не нашли, ну давайте. Так. Нет, тут. Да, вот, все, мы отложили как бы. Тут вот добавлю пару нюансов, которые важны. Какие ошибки бывают на этом пути у риэлтора? То, что он пытается думать, то есть даже мысли такой просто не должно быть, что он может повлиять на это решение собственника. То есть тут даже не должно возникать такой мысли. Вы никогда не сможете повлиять на решение собственника. Это бред. Вы можете создать условия. Самое главное, чтобы он сам дошел до этого. И он сам должен дойти до этого, иначе это не работает. Вы можете надавить на него, и он может сделать сделку. Потом он вас проклянет. Но это ли задача риэлтора? Нет. Задача риэлтора выйти на следующий левел, а именно левел рекомендаций. Чтобы выйти на левел рекомендаций, вам нужно удовлетворение вот этого человека, да, то есть чтобы он считал вас такой нимб на голове. И рекомендацию вы просите до окончания сделки. То есть именно вот, чуть ли не перед нотариусом, вы ему объясняете, что когда тот уже на эмоциях, когда тот уже понял, что это выгодная сделка, и он сам к этому пришел, он такой молодец, и вы ему просто говорите, да, это классно, и вы обнимаетесь и говорите, что хорошо бы было, если бы сказали еще кому-то про такое счастье, ну что-то типа такого. Поэтому, и вот оттуда вы черпаете потом вот этот, как бы, отсутствие кэш-разрыва, да, вот в этих рекомендациях, это тот уровень, к которому вы должны идти. Если вы играете в долгую, если вы играете, вы считаете, что вы можете за год там заработать какое-то баблишко, ну, это тоже такой бред. Окей, да, это как бы не нужно. И еще такой тоже один важный момент, который нужно помнить, это держать как бы в мысли, что вы готовы продать его квартиру с самого начала. То есть вы готовы, а он нет. И вот когда у вас эти две мысли, что вы не можете, вы не имеете права надавить и повлиять на это решение чисто этого человека. Если вы надавите, вы разово заработаете и все. Ну, это глупо, по мне так. Хотя и такое тоже может быть. И это, кстати, повсеместно бывает. Почему потом человек не хочет связываться? Потому что он понимает, что его там как-то... И он потом сомневается, он думает, я поспешил, я продал дешевле, чем нужно. И он начинает обвинять один хрен в вас. И вместо того, чтобы получить благодарность и потом рекомендацию, вы получаете какой-то негативный такой осадок, и сами тоже вам не очень... Ну, деньги вы спустили на какую-то хуйню, да, очередную. Как бы это не тот театр, о котором скажу так, но я мечтала точно. Вот. И второй момент, да, нужно помнить, что вы готовы продать, а он нет. Собственно, все. Мне очень интересно, каким мыслям, каким размышлениям, допустим, придете вы. Кто там меня там, не знаю, кто-то послушает или нет. Вот, это очень интересно, потому что, это чисто как бы мои такие размышления, да, какой-то некий опыт, и от чего ты как бы стартуешь дальше. И еще тоже такой интересный момент, история, но об этом потом.